Этот ежедневник Алене Сталеевне Фалиной подарили ее теперь уже десятиклассники в прошлом учебном году. Пользоваться ним Алена Сталеевна начала сразу, однако, заполнив пару страниц, завела другую тетрадь. Подарок от детей учительницы Алданского лицея особенно дорог, и хочется его сохранить. Класс у меня замечательный, я с ними работаю с 5 класса. Маленько после 9 класса он видоизменился, пришли новые ребята. Костяк в основном остался прежним, 19 детей осталось из 35. И добавились ребята, нас 26 человек теперь. В основном все ударники, учатся хорошо, отличники есть, 5 отличников в нашем классе. Ребята очень хорошо мотивированы. Я думаю, 10-11 класс мы закончим с хорошими аттестатами и пойдем все в высшие учебные заведения. Классом Алена Сталеевна руководит 6-й год. Ребята любят свою учительницу и полностью доверяют ей, а бедокурить опасаются. Перед директором и родителями Алена Сталеевна, конечно, может прикрыть, но разбор полетов устроит обязательно. Классный руководитель у нас самый лучший, добрая, душевная и, главное, жизнерадостная. Это очень замечательные качества, которые объединяют в себе именно вот этот учитель физики Алена Сталеевна. Наш классный руководитель ведет именно эти замечательные предметы, как физика и химия. На них мы познаем, учимся, развиваемся. Очень интересно и очень достаточно продуктивно. Мгновенная и средняя скорость – такова тема урока физики в 10 классе. Вместе с учительницей ребята разбирают задачу. Алена Сталеевна редко дает ребятам научные азы под диктовку. По ее мнению, двигателем любой деятельности, в том числе учебной, является интерес. Чтобы он присутствовал постоянно, учащиеся должны активно вовлекаться в процесс, выдвигать гипотезы, проверять их и делать выводы. Многие ребята занимаются изучением физических явлений глубоко и основательно. Научно-исследовательская и проектная работа составляют приоритетное направление в педагогической деятельности Алены Сталеевны. Прежде всего, это интересно мне самой. Я сама исследователь в душе. Мне очень интересно заниматься исследовательской работой с детьми, поэтому, наверное, я их заряжаю, и вот им это тоже становится интересно. Причем многие, уже учась в высших учебных заведениях, продолжают заниматься исследовательской деятельностью. Алена Сталеевна говорит, что заражает ребят своей увлеченностью. 11-классник Иван Дударенко занимается научно-исследовательской деятельностью с 7 класса. Вместе с учительницей Иван сделал множество открытий. В течение 3 лет я занимался магнитной жидкостью, то есть самый первый год, как я пришел в лицей. Алена Сталеевна натолкнула меня на тему изготовления магнитного устройства, зарядного устройства из магнитной жидкости. А следующие 2 года, 8-9 класс, мы занимались уже разработкой смазки на основе магнитной жидкости. Главный стимул к познанию – неизвестность. Воспитанники Алены Сталеевны показывают высокие результаты в республиканских и всероссийских олимпиадах, а также становятся победителями международных конкурсов. Проводя испытания вместе с учениками, Алена Сталеевна и для себя открывает массу ранее неизвестного. Она может в любой момент вспомнить что-то, она может подсказать, если что-то не получается, подумает, потом придет все равно к какому-то решению. То есть у нее нет безвыходных положений. Если к подаркам учеников Алена Сталеевна относится с трепетной бережностью, то заслуженными наградами она по праву может гордиться. Достижения учительницы в области педагогики бывали отмечены неоднократно, а в этом учебном году, в канун профессионального праздника, Алена Сталеевна вошла в 10 сильнейших педагогов страны и была удостоена премии Министерства просвещения России. Эта премия ежегодно присуждается учителям за достижения в сфере образования. В 2021-м соискателями стало 1000 педагогов из 85 регионов страны. Из Якутии на участие было подано 10 заявок. В республике Алена Сталеевна Фалина стала единственной, удостоившейся высокой награды. Хотя, по ее словам, на победу в столь масштабном конкурсе не рассчитывала. Я, конечно, занимаюсь научно-исследовательской работой. У меня в этом учебном году очень много наград. В прошлом учебном году по научно-исследовательской деятельности как республиканских, так и российского уровня. Видимо, это дало толчок и как-то сподвигло результату в этом конкурсе, то, что я действительно прошла и одержала победу.
Высшим достижением любого наставника, считает Алена Сталиевна, являются успехи его воспитанников. Это мнение полностью разделяет Наталья Геннадьевна Герасимова, учитель истории школы номер 1. В этом году Наталья Геннадьевна отмечает юбилей профессиональной деятельности. На свой первый урок она пришла 35 лет назад. Ну, я хочу сказать, что я доморощенная, я закончила именно эту школу. Но, если честно, вот с педагогикой, вы знаете, я не хотела себя связывать, поступая в университет. Но так получилось и так повернулась судьба, что я не смогла поехать и окончить ленинградскую аспирантуру, поэтому я приехала сюда. 35 лет назад ровно я пришла работать в эту школу, у меня единственная запись трудовой книжки, и работаю я по сей день. Несмотря на то, что в педагогику Наталья Геннадьевна особенно не стремилась, в профессию втянулась легко. Контакт с учениками налаживался с первых уроков. Сегодня Наталья Геннадьевна убеждена, много лет назад жизненные обстоятельства сложились определенным образом не случайно. Я думаю, это пример для многих. Как педагог она отличный, хороший человек. В принципе, к нашему классу, да и ко всем остальным относится с добротой, идет на уступки. Допустим, если кто-то домашку не принес, она может всегда дать второй шанс. Преподает, очень понятно, объясняет. Если кто-то что-то не понял, все равно может объяснить всю тему до конца. Это очень хороший педагог, она тактично объясняет, все понимаем и очень хороший человек. Историю все знают у нее? Конечно. Сейчас в 11 классе урок общения. Тема беседы довольно-таки серьезная – профессиональное самоопределение. Наступивший учебный год для ребят решающий. Впереди выпускные экзамены, получение аттестатов и поступление в учебные заведения. Большинство юношей и девушек уже определились с выбором пути. Они осознанно пошли в 9 класс, и они прекрасно понимали, что после 11 класса они обязательно будут получать высшее образование, и пойдут его получать. И я надеюсь, что они все успешно сдадут экзамены, и мы с ними поступим, и, вы знаете, я, наверное, буду тогда самый счастливый педагог. В июне следующего года Наталья Геннадьевна выпустит своих ребят и девчонок во взрослую жизнь. А учительница ведет ребят с 5 класса. Интересными и запоминающимися Наталья Геннадьевна делает не только уроки истории. Незабываемой, яркой и восхитительной стала внеурочная жизнь. У меня очень хороший класс, у меня очень хорошие дети. Вы знаете, наверное, единственное, я могу похвалиться своими детьми, это то, что самый высокий процент качества – это в нашем классе. Мы дали, почти 85% качества, то есть у нас всего 3 человека, которые окончили год с тройкой. А остальные у нас учатся на 4,5. И у нас, я очень этим горжусь, что у нас 2 медалиста. Ангелина Кем собирается поступать в педагогический университет. Вполне вероятно, через несколько лет она станет коллегой своих учителей. К слову, именно они во многом определили выбор девочки. Наша Наталья Геннадьевна, она огромный пример подает нам. И раньше в нашей школе работал учитель, наш бывший классный руководитель Филимонова Наталья Васильевна. Несмотря на то, что сейчас только середина первой четверти, ребятам Натальи Геннадьевны уже грустно. Кажется, что июнь наступит быстро. Вне сплоченного и дружного коллектива школьникам сейчас представить себя сложно. Как-то даже грустно понимать то, что буквально год остался, и, можно сказать, уходишь из школы, и все, это просто ступень пройдена, и сюда никогда не вернуться. То есть школа для меня оставила очень большие впечатления. Мне очень нравилось ежедневно проводить время с дружным коллективом, с друзьями. Да, не верится, что уже 11 класс, вроде только пошли в 1. Ребята у нас, в принципе, очень дружные, мы сплоченный класс, нас соединили в 10 классе, у нас было 2 разных класса. Мы в первый год очень хорошо сплотились, и думаю, сейчас мы тоже очень дружный класс. Чтобы понимать ребят и девчонок, учитель должен быть с ними на одной волне, уметь говорить на их языке, быть в теме относительно увлечений и веяний и, конечно, терпеливо относиться к шалостям. Каждое поколение чуть-чуть отличается от предыдущего. В постоянном движении педагог всегда остается молодым и активным. Школа – это не профессия, школа – это целая жизнь. И эта жизнь наша связана естественно, со школой и с нашими
детьми. И вот в преддверии праздника хочу пожелать всем своим коллегам счастья, здоровья, благополучия и удачи. Школа – это действительно жизнь. В сентябре в эту жизнь вступили первоклассники Ольги Владимировны Лориш. Сегодня малыши совершили удивительное путешествие в страну здоровья. Жители этой страны подарили ребятам особенные талисманы, которые отгонят все болезни. Если человек педагог, это, конечно, прежде всего, наверное, любовь к детям. Представляете, вот ежедневно ты приходишь и окунаешься вот в какой-то, я не знаю, неповторимый, наверное, яркий мир детства, отдаешь частичку себя, свое сердце. В первой школе учительница начальных классов Ольга Владимировна Лориш работает 20 лет. Всего у нее было 7 выпусков. Первые ученики давно повзрослели, младшенькие только перешли в среднее звено. С выпускниками Ольга Владимировна поддерживает теплые дружеские отношения. 20 лет я уже в этой школе, ну, конечно, общий стаж составляет 23 года. Это не только сейчас мое рабочее место, но и здесь, конечно, прошли мои школьные годы, то есть это моя школа. Научить учиться и породить интерес к знаниям – это первоосновные задачи учителя начальных классов. В педагогике Ольга Владимировна видела себя со школьной скамьи. А зернышки проросшего призвания к профессии педагога в ее душу заронили ее учителя. Ну, наверное, это первая учительница моя, Мальцева Галина Петровна. Много других, конечно, учителей. Это Афанасьева Галина Алексеевна, это и Соболева Надежда Александровна, и Орлова Тамара Петровна. Известный, конечно, Афиндулов Геннадий Алексеевич, это тоже замечательный творческий человек. Наверное, все эти люди отложили какой-то отпечаток на мою судьбу, карьеру педагога. Уроки закончились, и Ольга Владимировна, проводив свой первый В и вернувшись в класс, приступила к проверке тетрадей. В настоящее время учительница замещает коллегу у третьеклассников, и работы стало вдвое больше. На протяжении всей педагогической карьеры, признается Ольга Владимировна, у нее не было бесталанных детей. Легко находит взаимопонимание учительница и с родителями воспитанников. С детками, я думаю, наверное, быстрее договориться, да, найти общий язык, но родители все равно, не буду жаловаться, всегда с родителями у нас все хорошо. Учитель богат в первую очередь своими учениками, а профессиональный секрет успеха педагога один. Он прост и всеобъемлющ. Это призвание.